що там? Нікого? Нікого. Поїхали, поїхали, поїхали. Стоишь, втыкаешь. Что-то такое, тучки непонятные, как на дождик, что ли. Но по прогнозу дождя не передавали. Посмотрим. Так, ветер встречный пошел нам. Так, у нас еще выключено это. Ну да, я думаю, что такое. 26, а дальше ехать не хочет. Надо просто снять ограничения, чтобы притопить нормально. О, пошла жара теперь. А то 26-25. Теперь под 40. Трасса Е95, как в песне. По таким трассам мы, конечно, ездить не очень любим. Но одеваться некуда, другой дороги нету. На Гурзуф, Утес, Алушту, только по трассе. В Гурзуф проще всего, он
ближе к Ялте находится. А вот в Алушту, блин, по трассе 40 км, и особенно если поток машин большой, это, конечно, так себе. В том году я в Алушту ездил раза два где-то. За полгода раза два где-то. Ну, 3 максимум. Зеленый. Ага. Вот сейчас уже будет и Никитская стела. Здесь постелили новый асфальт. Кусочек небольшой. Все. Закончился новый асфальт. А не, вот еще дальше. Как-то они его положили. Непонятно. Залатали или как. Тыры-тыры-тыры-тыт. Так, Никитская стела впереди, по-моему, уже виднеется. Японский сад, 37 км. Это этот отель, как он называется, этот крутой отель. Забыл название. Так, тут пешеходов походу нету, да? Чтоб по пешеходке перейти. Такс. Тут надо проехать его как-то. Так, а ну-ка, машин прямо нету. Сзади есть. А вот пешеходка вот есть. А ну-ка, мы сейчас постоим. Посмотрим. Может, получится так проскочить. Так, а ну-ка, спереди машин нету. Сзади одна поворачивает. И мы сюда следом. Опа! Хорошо. Пип-пип. Справа едь, дурень. Пикаешь. Никита.
ветер, поднимается ветер. Одно деление. Значит, до Ялты нам не хватит, надо будет переставляться. Нам налево. Никитский ботанический сад. По серпантинчику нам. Мама майн. С правой стороны сейчас будет Никитский сад. Вот он здесь. Спуск такой вот по серпантинчику. Мы сюда поднимались, а теперь спускаемся. Майн. Сейчас заедем на смотровую площадку в Никите. Здесь налево. Так, сейчас будет через шлагбаум. Будем нырять. Опа! Все, поднимаемся
на смотровую. Одно деление скоро уже сдохнет. Надо уже переставляться сейчас. Гимми, гимми, гимми. Оп-оп-оп. Кто-то там шел впереди, что ли? Ну да. Кто-то идет. Здрасте. 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 Поднялись уже. Батарея уже практически села. Одна это такое же, что есть, что нету. Вот приехали в такое вот местечко с таким вот видом бомбезным. О! Да, вот такой вид шикарный. Вон Ялта там дальше. Набережная. Еле-еле видно отсюда. Вот здесь береговая линия Никиты. Можно туда спуститься вниз, но уже не сегодня. Там он комплекс. Там он еще какие-то комплексы. Вот такая красота здесь. А вот оттуда мы приехали. Все, спускаемся со смотровой площадки в Никите. Тут такой вот небольшой был подъемчик на эту смотровую. И едем в Ялту. Возможно, поедем в Ливадию, прокатимся по Царской тропе еще. Переставил аккумулятор на свежий. Опа! Тут шлагбаум стоит, чтобы машины не ездили всякие, только велосипедисты. Ну и, кстати, мотоциклам тоже там запрещено. Я один раз поднялся, поднимаюсь, а там бац, стоит этот лесник, кто он там. Говорит: здравствуйте. Я говорю: здравствуйте. А это ваш что? Я говорю: велосипед электро. А он говорит: а, ну просто я думал, что вы типа на мотоцикле, типа нельзя здесь.
Типа какая-то там заповедная зона, мыс Мартьян. Ага, ничего, что я крутил как бы педали, или он не видел. Ну и, короче, так то, только можно на велосипеде. Но он там то ходит, то не ходит. Где-то там у них там дальше за забором. О, охрана. Охрана гавкает. Две собаки. Одна собака — это сила, а две — это двойная сила. Солнце светит нам в лицо. Машин нету. Опять это стоит ограничение. Ограничение надо снять по скорости. Не переключилась передачка. О-о-о-о. MTB. Маршрутка. Подъемчик пошел. Это интересно, маршрутка пошла в Никиту или она сейчас пойдет в Ялту? Он комплекс новый этот. Да, такой комплекс большой. Мне вот у них вот понравилось, что прям тренажерный зал на улице и прям с видом на море. Прикольно он. Турники там, какие-то лесенки, всякое такое разное. Так, сейчас притопим. Сорок пяточку. Солнышко светит еще. Хорошо.
когда под вечер становится прохладненько. Вот эта скорость пошла. 45-очка. Повторная. С собакой гуляет. С другой собакой. У нее что, их две, что ли? Уже раз пятый в Никиту езжу. Ну вот за последнее время. И попадается мне девчонка эта. Гуляет с собаками. Что-то сзади машина отстала. Так, это что тут? Едет, че не едет? Полиция. Так, ну тут подъем пошел, спешить некуда, можно потихонечку ехать. Так, что там у нас по километражу? 31 км уже, прилично намотали. 31 км. Ну здрасте. Ну здрасте. Кого-то высадил.
Почти уже в Ялте. Сейчас через Массандру. Что там у нас никого нету, чтоб нам свернуть. Не, никого нету. Кто-то на скутере. Ой, говорю. На скутере, на этом самокате. Вон море. Красота, ляпота. О, КамАЗы тут пылёган поднимают. О! Фу. Фу. Пыль столбом. Фу. Фу. Стройка ихняя. О, на этом он возят туристов. Ох и пылюган столбом. Фу, капец. Фу, куда-то вниз еще поехал, там вообще пылюганище. Фу. Это капец просто. Массандру проехали, отель Интурист. Собаки, надеюсь, не злые. Так, тут сейчас будет односторонняя, так что тут надо осторожненько проскочить. Так, смотрим. Никого пока. Пока поехали. Так, пропускаем. Опа. Поехали. Так, встречная. Пропустим. Еще одна встречная. Опа, еще одна встречная. Но тут можно разминуться нам. Надеюсь я. С джипом, наверное, нет. Lexus. Понятно. Оп. Сейчас. Ой. Текс. Этот что? Куда? Не сдает. Ага, выезжает.
выезжают. Там встречная какая-то. Пропустим. Я там пацан на мотике. А, можно было проехать. Ну ладно. Пропустим. Встречняк пропустим. На Купере. Массандра. С левой стороны Массандровская набережная и пляж. Оп. Так, сейчас нам надо направо вильнуть, никого нету. По ступеням спустились. Так, а тут что? Ага, тут проехать нельзя. А вот есть местечко. Проехать нам. Машин нету, можно ехать. Что-то стоит. Что-то стоит, думает. Что это тут? Что они тут заставили все? Тут объезжают так вот. Раз. Яму сделали такую вот. Ой, ой, ой. Простите. Нам сюда надо. Да, только не делай голову. Набережная. Едем в Ливадию. Через набережную. Люди гуляют. Сегодня у нас что за день? По-моему, не выходной. Тара-тара-тара-тара. Так, тут людей побольше уже. Музыка играет. Музыка нас связала.
Детвора. Дорога дальняя. Так, короче, едем на смотровую площадку в Гаспре. Покажу вам местечко. Джип-тур стоит. Все, выехали с набережной. Сейчас Приморская набережная. Приморская набережная с левой стороны от нас. Сколько мы проехали? 35 км. Уже у нас 35-очка имеется. Малой смотрит. Думает, что за Шумахер тут летает. Это мы еще не подключили кнопку турбо. Гелик стоит. Гелендваген. Вот это когда тут ставят на самом углу машины. Это, конечно, да, не очень. Давай, давай, беги, беги. Не успеешь на автобус, которого еще нету. Так, одно деление пропало. 4 осталось. 4 деления. Ну, до смотровой в Гаспре нам хватит, в принципе. Туда километров где-то 7 ехать. 7, а нет, не, ну да, где-то 7-10. Где-то так. Фух. Так, надо бы конфету найти. Пожевать конфету надо. О, нашла. Давай, газуй, братан, а то догоню сейчас. Газуй, газуй.
Заря. Пансионат Заря. А сейчас будет аквапарк Атлантида. Единственный в Ялте. Ну да. Вон, отель, ресторан. А, у них тут даже еще есть отель при аквапарке. А вот санаторий с левой стороны. Россия, как называется? Не понял как. Переехали на эту сторону, чтобы было удобнее там сейчас поворачивать. Вот здесь вот раз, и все. Ветер, ветер, ветер. Ну да, встречный ветер подул. Сейчас мы направо на подъемчик. Вон где машина, и мы за машиной на подъем, чтобы там в объезд не объезжать. О, пошли, пошли, пошли. Топим, 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 топим. Топим, 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 топим. Топим, топим в горы. Так, тут можно поменьше поставить. То есть побольше. Стоит девчина, призадумалась. Думает, куда пойти, домой или на набережную. Не определилась еще, куда ей можно пойти. Так, что у нас там? 7 часов почти. Темнеет 8. Как раз успеем. Фу. Никого. Налево в Ливадийский дворец. А направо на трассу. Можно по той трассе поехать на Газпру. Сейчас тут собаки, наверное, где-то. Их сейчас нету. А не, их сейчас нету. Этих собак. Поворачиваю, давай, давай, давай.
Памятник Александру Третьему. Сейчас он будет. Вот он. Вот такая красота. Собака испугалась, что ли? Все, переставили аккумулятор на камере. Едем в Газпро по Царской. Начало Царской. Тропы в Ливадии. Да, тут, конечно, кусты уже такие все. Заросло все, что из-за поворота может какой-то вылететь велосипедист. Немножко скорости добавим на съемочку. Тер-тер-тер-тер. Опа, выскочили через эти джунгли. Реально тут джунгли. Заросло все, капец. Кися. Опа, опа, опа. Надо бы сменить очки, чтобы лучше было видно на фотохроник. Очки для темноты. О. Ох, хорошо. MTB режим работает. Турбо тут вообще летает, только успевай жать на тормоза. Поэтому MTB тут нормально. Да, ну и на турбо у нас заряда может не хватить доехать до Ялты. Хотя, может, и хватит. Кися. Еще одна кися. Что вы тут караулите? Рыбку, что ли? О,
Так тут рыбы нету. Рыбу надо идти на берег ловить. Так, сейчас тут надо проскочить через эти камни. Ой, 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 ой. Тут гостиница с правой стороны. По-моему, с бассейном. Даже так. Ресторан, типа у них тут кафе, ресторан там, бассейн, все дела. Так, а ну-ка, заскочим тут. Заскочим. Так, здесь мы обычно проезжаем по правой стороне. Ну да. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Есть. Фух. Интересно, что там на камеру видно что-то. То мне кажется, как уже темно так. Темно-темно. Да, тут надо смотреть на поворотах как бы в оба. А то пацаны могут с этого спуститься с Айпетри, с как его, козы пасутся. Бабушка выходит почти каждый вечер, пасет. И это, пацаны могут спускаться с Айпетри, с Ягодки, и потом они сюда едут в сторону, ну, по Царской они едут и сюда в Ялту. Ой, что-то я не переключился. Забыл переключиться. Быстро, 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 меняй, меняй, меняй. А то не поднимемся здесь. Тeret-тeret-тeret-тeret. Так, сидушечку опускаем. И тут кошечка. Везде кошечки гуляют. Одна часть Царской тропы заканчивается. Надо переезжать на другую часть, уже в Гаспру. Так, там что? Машин нету? Нету. Оп, оп. Тащим, тащим. Начало второй части Царской тропы. Так, пока есть 4 деления у нас. Никого.
гора. Я здесь один раз разбил дрон, улетел в скалу. Потом пришлось искать, кто будет лезть на скалу, доставать его. Нашел, короче, пацанов. Они занимаются в Крыму, как правильно это называется, скалолазание, чи как оно там у них называется. В общем, нашел пацана, написал ему, объяснил, где место, то все. Там же есть фиксация примерно там в 100-200 метров, где мог упасть дрон. И я ему, короче, рассказал все, объяснил. На следующий день он приехал машиной с веревками, со всеми своими там причиндалами, чтоб лезть наверх. Залез наверх по скалам этим, там веревки цеплял, перекидывал что-то. Залез наверх, я не помню, какая высота была от земли. Ну, прилично так, наверное, этаж 3-й, 4-й. Так и там скалы одни, то есть там жесть. То есть это те, кто лазят, те да. Я, допустим, в жизни не полез. Так он залез, короче, нашел, достал, спустился. Капец, я был в шоке. Короче, мастер своего дела. И что-то мне это обошлось, по-моему, около 5000 или 7000 рублей. А дроны такие стоили, ну это было в том году, а дроны такие стоили 100 тысяч. Это этот, как он там, DJI Pro. Вот, как-то там так, по-моему, так название. Ну, я, короче, думаю, раз такая вот цена, что бы, может, достанет, может, как бы, ремонт, там, что там. Я, короче, узнал в Ялте, там, делают на набережной торговый центр есть.